Саламат Сызбы, я кыргызстанец. Моя культура насчитывает тысячелетия, но я молод. 25 лет назад, 31 августа, моя страна стала независимой. В 90-х мне было сложно. Первые шаги давались мне с трудом. Это было суровое время, но я устоял. В 99-м я мог закрыть глаза и пропустить боевиков через Баткен. Сказать себе, что это не моя проблема, что я не должен умирать за спокойствие своих соседей. Но я их не пропустил. Я их уничтожил. Я насмерть стоял за то, чтобы моя родина не стала свободной дорогой для всякого отребья с оружием в руках. Да, я поднимал революции и прогонял проворовавшихся президентов. Они грабили меня, обманывали, считали меня безвольным рабом, который будет это терпеть. Но я не раб. Да, мародеры и рейдеры пользовались этим. Да, они громили магазины и дома. И я боялся, но выходил и вступал в отряды дружинников. Меня никто не заставлял, но это мой дом, и я должен был навести в нем порядок. У меня нет нефти, нет газа. Я не могу сделать деньги, просто выкачав их из земли. Но моя земля самая красивая. Где еще в мире вы найдете столько прекрасных мест, так богато рассыпанных по моей родине? Ко мне приезжают гости со всего мира, и я стараюсь сделать так, чтобы их приезжало еще больше. Да, мне еще многому предстоит научиться. И порой я делаю много ошибок, но это потому, что я иду вперед. И я не остановлюсь. И теперь я хочу сказать вам: я знаю, что вы хотите сделать. Вы хотите расколоть нас, заставить ненавидеть друг друга. Я вижу, что вы делаете с другими народами, как вы разжигаете огонь ненависти. Вы хотите сделать мой Кыргызстан перевалочным пунктом для ваших наркотиков и оружия. Вы хотите сделать меня боевиком, чтобы я умирал за ваши лживые идеалы. И я знаю, что вас бессмысленно просить остановиться. Но сегодня я хочу сказать вам: у вас ничего не получится. Мой предок, великий Манас, завещал мне быть великодушным. Он вложил в меня гены созидания и любви к миру. И я буду слушать его слова, а не ваши.